зимой все-таки будет держаться пока вот на таких, ну, скажем так, несколько высоких уровнях. Еще пара дней, и Татарстан перешагнет отметку в 1000 случаев ковид в сутки. По стране тоже идет рост. Сегодня уже почти 60 тысяч заболевших. В 11 регионах вернули масочный режим и вновь перепрофилируют больницы под ковид-госпиталя. В республике пока ношение масок будет носить рекомендательный характер. Те штаммы, которые на сегодня циркулируют, они иные, нежели чем те, которые были в самом начале пандемии. Да, действительно, заболевание протекает легче, период выраженных симптомов он также сократился. Вместе с тем штаммы эти все-таки контагиозные и заразные, но ситуация на сегодня полностью управляемая. Мы несколько увеличили коечный фонд, но на самом деле увеличили мы его по большому счету из соображений доступности оказания стационарной помощи для населения. Растет в республике и заболеваемость ОРВИ. Среди татарстанцев в основном преобладает риновирус и РС-вирус. Есть единичные случаи парагриппа и аденовируса. Приход гриппа врачи ожидают в октябре, поэтому сейчас самое удобное время для вакцинации, говорят специалисты. Иммунитет формируется через 2 недели после прививки. Важно не тянуть с превентивными мерами тем, кто еще не защитил свой организм от коронавируса. К сожалению, старшее поколение по-прежнему менее активно вакцинируется, чем люди более молодого возраста, хотя для нас это кажется неправильным категорически, потому что основная нагрузка на здоровье с точки зрения потенциальных тяжелых последствий от ковида именно падает на наше старшее поколение. В школах работают утренние фильтры. За прошедшие сутки на занятия не допустили 256 детей. Классов на разобщение и закрытых учебных заведений пока нет. Те детки, у которых либо температура при фильтрах обнаружена, либо симптомы катаральных явлений. Всего же с нарастанием с 1 сентября не допущено до занятий 1493 ребенка. Сейчас в республике повторную вакцинацию прошли всего 475 тысяч татарстанцев. По словам руководства Минздрава, ревакцинацию проигнорировали 1 450 000 человек. Прививка от гриппа также доступна во всех больницах, педиатрических отделениях и в женских консультациях. Иван Сарафанов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.